Сәлем достар, қалайсыздар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа, перед камерой я, Юлия from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. И сегодня у нас с вами очередное словосочетание. Да-да-да. Думаю, вы помните, что мы будем чередовать то тексты, то большие предложения, то маленькие словосочетания. В общем, мы должны с вами научиться читать. А что мы будем читать? Ну, всякую всячину. Так что вот такие вот дела. Итак, сегодня у нас с вами следующее словосочетание. Ауқымдық база или ауқымдық негіз. Ауқымдық база или ауқымдық негіз. Значение одно и то же. Итак, поехали. Как же это прочитать? Ну, как и раньше я говорила, если вдруг вы не смотрели мои видики, то для того, чтобы прочитать слово, его нужно разделить по слогам. Делим ау, ауқым, ауқымдық. И что здесь нужно прочитать? Здесь вызовет сложность, наверное, буква К с хвостиком снизу. Ну, если вдруг вы раньше не смотрели мои видео. Ауқымдық. Как же ее прочитать? Очень просто. Нужно просто отхаркнуться через букву К обыкновенную. Ауқымдық. И буква «ы», в отличие от русской ее версии, читается очень и очень коротко. Ауқымдық. Ауқымдық. Второе слово «база». Здесь нет ничего сложного, ничего страшного. Как в русском языке оно читается, так и в казахском тоже. И третье слово «негіз». Негіз. Ничего сложного. Сложность может вызвать палочка с точкой, да? Это нечто среднее по мягкости между буквами «ы» и «и». Хотя в казахском языке палочка с точкой – это мягкая буква, да. Но она не настолько мягка, как буква «и». Ну и, соответственно, она не настолько тверда, как буква «ы». Негіз, негіз, негіз. И звучит достаточно коротко, да? Ауқымдық база или ауқымдық негіз. Дамы и господа, сегодня вы научились читать еще несколько слов на казахском языке. Если вам понравилось, увидимся в следующий раз. А с вами была я, Юлия from Казахстан. И моя кнопка.